Слушайте, сегодня вообще в знаковом месте нахожусь. Вы знаете, что к нам приехал Фарид Наубиуллин. Это очень интересный предприниматель, коневод и, в принципе, такая большая масштабная личность в плане коней, скачек и хозяйства, да, что все, что связано с конями. На самом деле очень интересная вещь. И сегодня Фарид Ака нам рассказывает про старую древнюю борьбу на лошадях. Она называлась у нас улак у крымских татар. Это очень интересная вещь. И сегодня мы находимся вот на базе Ковбой. Шевкет Бей нам предоставил такую возможность вообще попробовать, что такое борьба на лошадях. И вы знаете, мне кажется, что потенциал огромный. Вот потенциал реально огромный у этой истории всей, да. И я думаю, что нужно обязательно это изучать, обязательно это возрождать в Крыму. И в Крымском ханстве это была очень популярная борьба. И понимаете, сегодня все для этого есть, потенциал для этого есть. Кони есть, люди, которые содержат, которые выращивают коней, тоже есть. Поэтому я думаю, что сейчас посмотрим, что это вообще за борьба, какие там есть моменты, нюансы, и вообще про философию этой борьбы, да, тоже будем говорить. Вот, поэтому вот так вот. А сам вообще Фарид Ака уникальная личность, он восстановил татарскую породу лошадей у себя на хозяйстве, коневод и организатор фестиваля Байга. Вот им уникальный фестиваль, который является местом притяжения всех любителей коней, скачек, борьбы на лошадях. И сегодня Фарид Ака к нам приехал в Крым, чтобы поделиться с нами вот этим уникальным, интересным опытом. И мы просто заразить наших коневодов вот этой всей интересной традицией, да, чтобы мы эту традицию возрождали, чтобы мы ее внедряли. И это отличный элемент, как и туристический, и культурный. И в перспективе, я думаю, что наши крымские батыры, крымские участники будут ездить на международные фестивали, которые проводятся, да, то есть и тоже представлять Крым. Давайте познакомимся ближе с Фаридом. Он на самом деле рассказал интересные вещи. И сегодня вот в таком знаковом месте мы находимся в Аккае, в знаковом месте. Это усадьба Ковбой. И вот нас Шевкет Бей нас встретил и дал вот такую интересную возможность для таких показательных схваток, для такого выездного показательного боя, скажем так. Я, честно говоря, в первую очередь, знаете, как интерес сам появился. Интерес появился, он даже неожиданно. Я помню себя, что в года 2, вот что-то в памяти осталось такое, может быть, 3 было мне года. И меня бабай посадил на лошадь. И вот я и боюсь, но это я четко запомнил. Видимо, страх запоминается. Или это новшество было, а может это, с другой стороны, так сказать можно, пробуждение крови, что-то такое, да? И я взялся за гриву лошади, с одной стороны, боясь упасть, и с другой стороны, вот было такое ощущение, да, вот у меня вот это сохранилось, какая-то вот прелесть такая в этом. И вот это, потом с дедушкой ездил, конечно, и сено косили на лошади, и ездили там за дровами, за сап, ну, у вас тоже, наверное, сап. Там для сенека или там шалга, все равно сап. Да, сошел сапка. Вот так ездили. И потом я об этом вообще, грубо говоря, забыл. Но в 90-м году, когда женился, я взял участок. Отдельно от Карабашат, моего там километров 3. Маленький небольшой аул есть. И там я взял участок. Я говорю, я здесь возьмем, давай, жене. Она молодая, я молодой. Я говорю, я хочу здесь, буду держать хотя бы 2 лошади. Вот просто это было мне тогда сколько, 25-6 лет. Я зачем вот это, даже сам не могу понять. Видимо, какая-то осталась, да? И на многие долгие годы я об этом забыл. Я для экологии долго думая, подошел к тому, что нужно строить, чтобы людям было легче и для экологии, чем бензин газовой заправки. Вот так. Для экологии газ лучше, ну, менее вредный. И а где деньги взять? И как я пойду в банк просить деньги, мне нужно для бизнеса, и что-то я хочу начать, вот газовые заправки строить, а как? Или пойду к своим знакомым, но он скажет, слушай, у меня свои проблемы. И я пришел интересные мысли. Нужно идти к людям и говорить,
у тебя какие проблемы в жизни. Просто поговорить, а потом, как я тебе могу помочь. И я вот этим ходом начал пользоваться. Прихожу в любое там предприятие, знакомым, какие у тебя проблемы, а чем я могу помочь. Один говорит, вот мне вот это вот проблема, вот эта проблема. А один говорит, мне нужно вот это, такие-то вот отремонтировать двигателя. Я говорю, я попробую тебе помочь. И начал ездить по России, интересоваться, тогда телефонов ничего не было, не эти имеется в виду, справочников нету. Нашел этот завод, который выпускает это. Поехал туда. Это вообще в сторону Белоруссии. Поговорил с руководством, они говорят, да, можем сделать, отремонтируем. Я закладывал такую сумму, и для этой организации они говорят, нам вот класс, все, пойдет, нас устроит. И этот завод сказал, и вот эту вот возможность я использовал. И мне хватило и построить, и заправки, и дальше, и вот, ну вот как бы пошло, да. И теперь для народа, что можно еще сделать? И у меня появилось желание. А мне дедушка все время говорил, «Біздің атлар бар еді, свои были лошади». Он-то помнит, он же единоличник, он же жил до революции. А революция что сделала? Дружба народов, котелок, все переварили и все. И также с лошадьми поступили. Что сделали? Лошадей взяли, в первую очередь, во благо революции. Во второй началась коллективизация, всех туда согнали, всех лошадей. То есть у моего прадеда было около 100 кобыл, 5 жеребцов, которые в округе были самые лучшие. А также байга была на 25 километров осенью, весной, каждый год. И давали за первое место, это я нашел в литературе, за первое место кобыл, 20 кобыл давали. За второе место 5, за третье место 2 кобылы. 3 кобылы. Вот так было. Каждый год. И вот он вот это брал и продавал. И поэтому все старались этими жеребцами покрыть своих кобыл. То есть шла своя селекция. Видите? Из этого я такой заключил. Значит, селекция была. Но потом, когда пришла коллективизация, всю эту селекцию, потом началась война. Не будут с Монголией или с Саха-Якутии откуда-то брать лошадей. Где поближе и туда, на войну, таскать пушки. Все, они оттуда не вернулись. После войны начали Рысаков, не зря там 57-й конный завод, Рысаки, Орловцы, тоже как бы понятно, да? Понятно, не просто так. Орловцев тоже, да? И второе, тяжеловозов. Зачем нам вот эти? А Бабай говорил, у нас были не поменьше, но они были свои, вот такие, адаптированные к нашим местам. Как это поднять сейчас? И вот благодаря Фарид Шакуров, мы друг друга все хорошо знаем, потом Фарид, наверное, звонил, как он мне рассказывал, он тебе звонил, говорит, все связанные с татарами, там, с коневодством или с лошадьми информацию соберите. Вот он раскидывал всем знакомым, и вот эта информация начала идти, собираться, и примерно выстроилось оно, чему соответствовали они. Вот такая работа. Потом ведь выступал много раз в Казани. Даже я помню, замминистра по животноводству, по коневодству, смеялся, говорит, откуда ты взял, разве у татар были лошади? Я говорю, мы на ишаках или на это, я же говорю, рассказываю. Я говорю, тогда на этом, что ли, на верблюдах ездили? Вот. И склонилась эта мысль, уже в Конгрессе услышали, потом Минсельхоз, обязательно, получается, Раис услышал, и потом задание министру, что давайте работайте на эту тему. И более активно вот это пошла работа. Вот как. И тоже долго не могли пробить все. Вроде бы комиссии приехали, идентичность составили, промеры сделали, все, ДНК набрали, все сделали, а заключение не дают. Не дают. Ну ладно, этот вопрос тоже мы ездили, решили. Вот после этого вот пошла. Теперь дальше вот вопрос возник. Ну вроде есть, а куда мы их используем? Для скачек английская порода. Для самой дальнобойные какие-то, вон, арабы хорошие, которые мелкие. Не те, которые горцуют, у них же там тоже 3 вида. А вот те, которые маленькие, которые сухие, и идут они. Выносливость, да. По пескам, по жаре. А мы сделали упор
на наши края. Вот как Саха-Якутская, чем она отличается? Минус 65 и вырастает 6, 10-12 сантиметров, 6. И они там в снегу по грудь или там почти по спине. Но они там добывают, им этого хватает. То есть у них диаметр вот груди, да? Если у нас 1,90 м, 1,85 м обхват груди, у них до 2 метра 10 сантиметров, представляете? То есть какой кишечный пищеварительный тракт у них, что они там массу набивают, может сухой травой, может они едят, и кору едят они, и наши тоже едят, ветки едят, это тал есть у всех, тал едят зимой, иву, просто обгладывают вот это все. Листву едят, которая пожелтела, есть, его едят. Ну, у наших где-то 5-6 может вырастать. Арабов держим 1,5-2 сантиметра. Больше не вырастает. Потом просто начинает болеть, умирает. То есть не выдержит климата. Не адаптированные. Чистокровки то же самое. Не выдерживают, ну, может быть, 2 сантиметра вырастает, не хватает. Особенно, когда ветра, они замерзают, умирают. Соответственно, здесь тоже были те лошади, которые... И что интересно, я отметил, чем восточнее лошади, тем меньше в холке. Монгольские саха-якутов лошади, ну, 1,20 м, там, 8, может быть, 1,30 м. Садимся, вот так остается до земли, чтобы мои ноги не задели. Прям даже смешно. И чем западнее, тем лошади выше и выше. У Алтая уже повыше, у башкир еще выше. У нас еще сантиметров где-то на 3, наверное, на 5 в холке, уже выше. И дальше, вон в Европе вы видите там какие лошади, да? И хоть чистокровки английские какие повыше. Я уж не говорю про тяжеловозов, которые... У нас здесь таких нету. Ну, в Крыму тоже были свои лошади. Это ты же прекрасно знаешь. 4 породы, да. Но как бы тоже не сохранилось. Я вот тоже так думал, когда... Ну как так? Почему? Но у меня еще такая мысль есть. Ничего в этом мире, вот на этом земляном шаре, есть энергия знаний. Энергетическое какое-то знаний. Поле. Да, энергетическое поле. Никуда она не девается. Если здесь какие-то, кто-то как-то жил, династии, там, роды, народы, там что-то, какие-то события, вот это все никуда не уходит. Это память называется. Да, конечно. Ну, энергетическая память, она так и есть. Она никуда не девается. И вот это просто, ну, дается кому-то это, кому-то открывается. Вот так хочу сказать. Вот эти секреты Вселенной открываются. Ну, это нужно на это настраивать свой ум, на эту волну, на это поле. Если у тебя вот это сойдется, у тебя будет движение вперед. Не будет этого, ты будешь на своей волне, а здесь чистота другая, и вот этого ты не сойдется. Если не сойдешься, ты здесь ничего отсюда не сможешь эту информацию как бы использовать. Вот логика какая, простая с одной стороны, но она очень важная составляющая. И вот лошади то же самое, также касается. Я думаю, ну, хорошо, что с ними можно делать? Невысокие. Где использовать? Вот просто. И вот опять-таки, значит, у меня мысль, ну как же так? За столько-то лет советская власть столько лет была. Потом вот сейчас вот эти вот сейчас, ну не 30 пускай, но все равно 20 лет нового времени. Кто мешал, какому татару мешало этот вопрос поднять? И у меня мысль такая, значит, или такого татара еще не было в то время, или он был не готов еще, или же какая-то причина, которая не позволяла пробудиться. И когда вот эти тернии, вот эти все я прошел, я сам себе ответ нашел. Я расплакался. В тайне, не при людях, просто один ушел также, небольшие горы ушел, и сидел, и вот так и думаю, как ты мудр. Энергетическое поле, какое это мудрое вообще дело, Земля, насколько все тонко здесь, тонкая материя это. Неужели ты знал, что я смогу вытянуть? Я про себя говорю. Неужели ты знал, вы Всевышний, что я это вытяну? Потому что был период, я ходил, просто кричал. Вот я хожу там по горам, по полям,
И у меня был табун уже где-то голов, наверное, с жеребятами где-то под 100, 140, 150 голов. Один жеребец держал 1,5 месяца. Вот у вас движение вот такое, да? А у нас юго-восток. Ты был у нас? На юго, а? Ну что, я в Октябрьском вырос. Вот что так говорит тогда. У нас там асфальт на асфальте. Нефтянка. Везде асфальт. И вот этот жеребец в течение 1,5 года у меня ни людей не было, не оказалось, то такие татарлар, то такой, то просто уходит, то еще что-то. Ну, не могу. И я один. У меня есть еще другие жеребцы, те, которые закрыты, их же надо кормить. Я просто всех выгнал бы, они бы разлетелись. И вот один жеребца, он родоначальником породы и оказался у меня, один из них. Его отправил, и он что делал? Найман. Ушамата. Найман. Потому что у меня тоже какой-то найманский что-то есть в нашем роду, тоже у нас. Вот Найман. Ну вот видишь, не зря же его мы взяли с собой. И к Найману Травс. И вот это вот жеребец Найман, да, он уводил в горы утром, всю ночь там, а весь день там, вечером спускается к роднику, здесь дорога, здесь асфальт, вот так вот везде. Вот он на одном каком-то пятачке, там, может быть, скажем, 500, пускай 300 гектаров, 200 гектаров, 300 с лесом. Вечером спускает, напоил же ребят кобыл 60 голов, и он всех 60 покрыл. Обычно, кто коневод, знаете, покроет 20-30 кобыл. Как бы норма считается, когда табунное коневодство, он никогда не покроет 150. Он покрыл в этот год всех 60 покрыл. До такой степени вот мне помогла природа, высший разум Земли и Вселенной даже. Всю ночь там пасется, утром спускает опять, 2 раза ходил, спускал, поил, и опять уводил в горы. И вот так он 1,5 месяца. Я уже устал. Утром же надо вставать, ехать. Еду и думаю, лишь бы, на дорогу, если... Я представляю, я же знаю законы какие. Если выходит табун на асфальт, машина ночью прет, ему надо быстро куда-то, вмазался, а у него там 2 детей, например, и смерть. Сразу 2 человека, тюрьма, знаете, да? ДТП, от кого зависит? Куда лошадей смотрел? Я же ответственный. Вот это меня сохранило. Людей нету. Я вот ходил тоже, говорю же, кричал просто, говорю, зачем ты мне вот это испытание дал? Я беру опять историю. Всегда история, она важная. Война. Кто они такие? Кто такие храм-татарлар? Вот кто они такие? Все-таки на лошадях ходили они. Крым-татарлар очень гордый народ. Нет, я не об этом. Я не об этом. Я один так сижу и думаю. А татары кто такие? Вот творит, ты кто такой? Что у тебя такое? Почему ты вот что-то мне начал бурлить здесь? Что у тебя такое? И вообще лошадь кого объединяет? Лошадь же объединяет те, которые скакали. У них в крови что-то осталось в генах, с лошадьми связанным. Я даже нашел интересную, у историков есть звериный стиль. И вот в этом зверином стиле я нашел такую золотистую вот эту, где 2 конника борются между собой. Звериный стиль какой год? Сколько тысяч лет назад? Это не менее. 3 век до нашего эры. Грубо говоря, 2500. Да, вот так скажем. 2500. До нашей эры. Конечно. 2500 лет золотая. Это скифы, да. Чистка сохраненная. 2 воина безоружные борются друг с другом на лошади. Кто такие скифы? Давай начнем. Вот у нас друг мой. Это те, которые на лошадях. Они борются там, показано. Слушай, кто борется? Тот, который веками на лошади. Кто веками на лошади? Война. Там татарлары. Фарид, ты сам? Степняки. Твой род, оказывается. Да вообще все, кто на лошади. Они всегда веками. Для чего это им надо? Я так рассуждаю. Для чего им надо? Для защиты своих детей.
для защиты своей земли, для защиты своих табунов, для защиты, да вообще просто вот, чтобы он был крепким, настоящим мужчиной вырос. Правильно? Правильно. Значит, что нужно делать? Вот в первую очередь, вот, например, в Крыму, да? Ну, это же мое мнение, вы же можете не принять. Но кто-то найдется, который примет это и скажет, десятку смотрит человек. Вот, ну, в Айларда нашелся один человек, который сказал, Фарид ага, бляха-муха, мне это по сердцу. Мне сердце подсказывает, и голова уже образы рисует. Блин, это на самом деле же это наш вид борьбы. Я говорю, а сейчас вы думаете? А что вы думаете? Ахрам татарларында. Вы думаете, как это было? 100% так. 100% так. Кто говорит нет? Думайте, идите историю матчасть читайте и доходите мозгами до этого сами. Кто-то дойдет через 100 лет, кто-то через день дойдет, кто-то вечером ляжет и скажет, ё-моё, Эврика, это же так. Всего лишь. Вот вам историческая часть моей выкладки. Вот таким образом лошадь неотъемлемая часть. В борьбе. Нет, Не, есть степняка. А если степняк, он воин, он защитник. Значит, это детей как ты готовишь? Улом, сиди в кресле, а потом, когда 25 стукнет, мы тебя посадим на лошадь. Улом, иди сгоняй, посмотри табун. Куда ушел? Иди посмотри овец на лошади. Иди это. Пацаны, мы маленькие были, что делаем? На лошади. Айда, на лошади. И просто шальные дети начинают толкаться. Сюда кушак, ребята, используем сантиметров шириной где-то 10, 2 метра, 2,20 вот такой длины. И, ну, колом, да, должно быть. Хотя бы миллиметр. Мы сначала пользовались таким по двухслойными, трехслойными, тонковатые. И под ребро, получается, вот так вытягиваешь, вы знаете уже, да? И когда больно все-таки, да? Мы сделали потолще, ну, у нас где-то около 4-5 миллиметров. Уже нормально. И хватать вроде хорошо, и уже не так просто завернешь. И главное, сопернику, это борьба не для того, чтобы нанести человеку травму. Для того, чтобы ты после этой борьбы сел вместе, чай попил, вместе пообщался, друг к другу в гости приехали. Вот Дугайларабыз, да, они живут в Ногайском районе Дагестана, тоже они приезжают к нам на соревнования, в гости приезжают. Мы к ним ездим. Вот приезжают алтайцы, приезжают калмыки, башкиры приезжают. Все, кто неравнодушен к лошади, у кого традиция конная, она в крови есть, сохраняется, они все равно друг другу вот тяготение. Айтайбет инде жан тартмаса да қан тарта дейлер бар сізде де. Ол қан тарта бар ейлер. И біз бір-бірімізге теге дос етіп қарағанда, оно и легче, и вместе, и нет там никаких хитростей. Наоборот, все делятся. Сегодня вот мы вот так делаем, мы вот так делаем. Ты, наоборот, вам, как все, какие мы знаем, мы вам доведем все тонкости. Мы сделали как? Весовые категории. Участвовал я сам в принятии международных правил, международные правила. Там у нас 6 весовых категорий. 60, 70, 80, 90, 100, 100 плюс. 6 весовых категорий. Молодежь мы боремся с 15, 16, 17 лет. Ну, взрослые 18 и уже плюс. Вот. Кому исполнилось, те взрослые уже. Проводим чемпионаты республики, проводим турниры всероссийские. Но мы их, скажем, пока открыто не можем сказать, что это чемпионат России. Но как чемпионат России? И призовой фонд есть у нас нормальный, и командные тоже кубками даем. И проходит зрелищно. Если зимой где-то у нас это крытый манеж, диаметр круга 15 метров. Это вполне достаточно. Значит, как происходит? В центр выходит рефери, есть на краю, да, есть боковой судья, и есть тот, который руководитель круга. Он объявляет, приглашаются борцы такой-то весовой категории, фамилия такая-такая. Кого первым объявляем, тот всегда завязывает красный кушак. Другого цвета. Борьба в течение 5 минут. За эти 5 минут тебе нужно, если
максимально уложиться. Ну, самое главное, скинуть соперника с лошади. Лошадей подбираем те, которые не пинаются, те, которые адекватные, те, которые уверенные. Жеребцов часто используем. Ничего плохого в этом нету. Они обученные, и они друг с другом не дерутся, не кусаются. Ну, как бы поспокойнее. Вот лошади привели уже. Сейчас мы сразу же пояса принесет, да, принесут пояса? Хорошо. Ну, вот как борьба. В течение 5 минут дается. Нужно свалить. Есть некоторые приемы, которые тебе дают баллы. Есть приемы, которые ты получишь сразу чистую победу. И есть то, что ты запрещенное, за что ты получишь предупреждение. Если, ребята, получаете 2 предупреждения, то балл твоему сопернику. Если 3 предупреждения получил, у тебя поражение. Почему это? Это по технике безопасности больше всего. То есть есть такие приемы, которые можно, вот, например, пользуясь корпусом лошади, да, вот он меня взял, сейчас я даже вам могу на примере, подойди, на примере просто потом покажу. Вот мы боремся, у него лошадь вот здесь, его голова лошади здесь, моя вот здесь лошадь, да, я вот взял при борьбе, сам его не допускаю к себе на лошади и пользуюсь, вот так и пользуюсь лошадью, я, например, лошадь свою разворачиваю, параллельно его лошадь становится. Нет, твоя лошадь, а его-то. Я свою лошадь разворачиваю, пользуюсь лошадью. Вот моя лошадь впереди идет, правильно? И вот у него шея. И я, например, не отпускаю его вот отсюда. И вот это то есть шеей, корпусом лошади, я его вот здесь вот сломаю. Вот это запрещено. Да. Поэтому я что делаю? Я сразу же, то есть судья здесь останавливает и предупреждение мне дадут. Это нельзя пользоваться там. Или также нельзя, например, вот мы с ним боремся, и я, например, беру и ему раз вот так, под кадык. Запрещено. Так это в жизни вообще нельзя. Вот. Вот так вот, например, в лицо нельзя. В лицо вот так, потому что уважение к сопернику должно быть. Это нету. Разрешается любыми способами. Там боремся мы, или вот такая короткая должна быть, или же у тебя полностью голый торс. Можешь толкать меня, можешь хоть руками, хоть меня как-то, вот ты можешь, как выламывать можешь. Это обычная борьба, да? Все можно. Также можно, я могу тебя за ногу, мы одеваем сапоги, за сапог, за коленко, где-то в эту сторону, в ту, как могу, так и делать, да? Только запрещено браться вот так, за штанину. Ну, например, вот в этой части пускай будет. Здесь сапоги, вот так нельзя. Или за голенище взял, вот так, засунул, как бы голенище нельзя. За сапоги сами можно, вот как в обхват в итоге все равно. Пинать лошадь нельзя. Ни свою, ни соперника. Но отталкиваться лошадью можно. То есть я тебя взял, например, да? Вот твоя лошадь, моя лошадь. Я об лошадь, его лошадь, чтобы мне потянуть. Или так я могу тянуть, или вот так зацепил, я же зависаю, можно сказать. И вот я толкаю об его лошадь, чтобы вытянуть его. Мне это, то есть это он разрешается. Разрешается. Или также я, например, могу при борьбе что-то взял тебя, или за пояс я тяну, или пускай так как бы пояс тяну, и я для толка, для усилия об корпус его лошади рукой вот так и тяну, помогаю. Вот это тоже разрешается. Здесь ничего запрета нету. Но нельзя бить лошадь по ушам, там, за уши. При борьбе нельзя брать за гриву. За гриву держаться нельзя. За гриву. Потом нельзя что? За уздечку. Вот он мою лошадь за уздечку не имеет права взять. Предупреждение. Я его тоже. Но когда вот он же напротив меня стоит, и я как бы, и лошадь, его голова вот здесь. И чтобы мне до него доникнуть, я могу вот так вот взять и отклонить его голову лошади, и вот так, чтобы схватиться за кушак. Это разрешается. Но не вот так бить, там не лошадь нельзя. Да, без ударных нету элементов. Отодвинуть и взять, да? Да, отодвинул я голову, он правильно делает, он управляет лошадью. Можно просто даже как, управляя лошадью, так подскочить за 1,5 метра, ударяет об корпус моей лошади, я уже не удержался, я слетел с лошади. Я слетел, он меня даже не взял даже, все равно я проиграл. Или он такой способ лошадью по лошади так даст, например, да, лошадь моя осела. Осела. Если она осела,
то тоже считай, и я сполз, например. Или когда лошадь встала на дыбы, то есть он не очень правильно управляет лошадью, встал на дыбы и, чтобы не слететь, двумя руками схватился за шею лошади, ну вот завис, грубо говоря, вот так, ты проиграл. Или другой вариант, вот мы с тобой боремся, да, и я взялся его, вытягиваю уже, тяну я его. И он, чтобы не вытянуть, он взялся за шею лошади, чтобы удержаться, двумя руками взял вот так, обхватил шею, он проиграл. Одной рукой предупреждение. Если одной рукой, то предупреждение. Вот, например, я тебя в эту сторону тяну, да, вот ты саму сторону, нет, да, вот так же ты будешь, во-во. И вот это предупреждение. Но можно зато, можешь вот так. Вот так ровно. Вот так, да, вот даже обычно кулаком делают, вот так. Чтобы не обхватывать вот шею. этим предплечьем. То есть ты вот пользуешься вот этим пользуешься, да? Обхватывать Да. нельзя. Нельзя. Обхватить нельзя, а вот упираться можно. Упор можно. Потом шея лошади есть такая, ты можешь вот так. Вот я даже лег и вот так упираюсь, шея лошади, я упираюсь, и вот так вот я тяну, например, или он меня тянет, а я упираюсь, как бы рычаги дополнительно создаю. Можно упираться. Вот, ну такие разрешенные действия. Айда иглар, яханрак, айда атлар янна. Ничего там надо, просто показать нужно, да? Да, если. А вот же спокойный, вообще спокойный, по-моему. Похоже, похоже. Тут. Хайдар. Ага. Вечер, да? Да? Ага, вот. Все было, да? Да. Bu arkasında baba da. Arkasında. Radyosu yok. Abi koterip atmasa bu oldu. Ребята, когда выходим бороться, короткие вот такие разрешаем, а так лучше голый торс, да? Потом часы, там где-то брелки, вот это все снимается. С замками, которые есть, вот такие, вот это не пойдет, потому что здесь, видите, с этим пуговицами, рамой. Так, Азерма, голый торс я сам и сама. Снимай тогда. Не, вот так нормально. Ну, я. И когда завязываем кушаки так, чтобы, вы же знаете, да, чтобы здесь можно было свободно, вот так, да, чтобы можно было брать. Некоторые вот так при борьбе куриш вот так затягивают, потом, да я же нормально, и показывают, что я втянул. Вот же видишь нормально, а так отпустишь и руку не засунуть. Главная задача, вот сейчас расскажут вам правила. Да, главная задача стащить, свалить соперника с лошади, самому остаться верхом. Ну, самая главная ваша задача. В первую очередь, правило номер 1 – это уважение к сопернику, уважение к лошади. Категорически запрещается ругаться матом, бить соперника и бить соперника, лошадь соперника. То есть это категорически запрещено. В этой борьбе есть чистая победа. Вот начнем сейчас с чистой победы. Вот во время борьбы, допустим, ты либо толкнул, либо стащил, соперник упал с лошади, все, ты выиграл. У тебя чистая победа. Есть еще чистая победа, то есть во время борьбы, если, допустим, соперник, ну я его тяну, если он обхватился двумя руками за шею лошади, все, он проиграл. То есть запрещено, категорически запрещено держаться двумя руками, вот так обхватывать шею лошади. Все, он проиграл. А есть еще чистая победа, запрыгивание. Если упал, да, если упал, все. Вот запрыгнул, и должен, то есть он должен запрыгнуть, державшись за пояс. За пояс державшись. Если он просто вот так вот возьмет, прыгнет, то не засчитывается. Вот за пояс держит, прыгнул, сел на лошадь, удержался 5 секунд за соперником. 5 секунд. Все, чистая победа. Да. А если, допустим, ну ты же сопротивляться будешь, чтобы он не удержался 5 секунд, вы падаете оба. Если оба упали, то балл ему. Ну, балл ты в любом случае отдаешь. Но чтобы не проиграть, ты должен свалить его. Вот. Это чистая победа. Плюс еще чистая победа вот во время борьбы, если, допустим, соперник
Кем-то. Соперник, ты его вытягиваешь, и он, допустим, оказался спереди у тебя. Если вот так вот он удержал, ты его, если удержал 5 секунд, ты выиграл. Тоже чистая победа. Или посадил перед собой так же. Ну или посадил, или, ну, без разницы. Вот, с его лошади ты его вытянул, на себя посадил, на своего, или положил, посадил, разницы нету, ты выиграл. Если 5 секунд удержал ты его. Вот. Ну, чистая победа, ну, есть еще победа по баллам. Баллы даются, вот как говорил, во время схватки, если, допустим, он на тебя запрыгнул, 5 секунд не смог удержаться, вы вместе упали, ну, балл заработал тот, который запрыгнул тебе сзади. И также, если, допустим, ты его вытянул, перед собой, ну, не удержались 5 секунд, оба упали, балл дается тебе. Вот. Тот, кто начал действие. Тот, кто начал действие, ну, начал или там сделал действие, провел действие. Вот. Баллы. За что еще у нас баллы даются? Баллы даются за предупреждение. Допустим, 2 предупреждения. Вот, ну, есть разрешенные действия, есть запрещенные действия. Запрещенные действия — это где ты теряешь балл, вот нельзя хватать за гриву лошади. Это предупреждение. Одно предупреждение, второе предупреждение — балл сопернику. Также нельзя обхватывать одной рукой шею. Если одной рукой обхватил, то есть 2 руками если обхватил, это проигрыш. Одной рукой это предупреждение. Второе предупреждение — балл сопернику. Третье предупреждение — все, он проиграл. 3 предупреждения — это уже проигрыш. Разрешенные действия. Вот во время борьбы, вот вас борьба, схватите друг друга. Во время борьбы можно ногами отталкиваться. Можно ногами, рукой можно отталкиваться. То есть, допустим, вот тянуть, ну, опираться можно. То есть об его лошадь. Можно опираться, вытягивать. Вот. Можно за шею толкать на себя. Вот так вот. Категорически запрещено. Нет, 2. Вот так в лицо нельзя толкать. Шею нельзя толкать. Что еще нельзя? За балахтан самое рамай. За штаны нельзя. Вот так можно? За ногу, да? Вот так можно, за ногу, там, за колено, как хочешь можно. Единственное, вот за это нельзя. Вот так. Есть дополнительное время. Если, допустим, раунд идет 5 минут. Если за 5 минут счет равный или 0-0, то дается дополнительное время. Дополнительное время — это вы берете друг друга за кушаки. Мир, айда. За кушаки берете, за пояса. За пояс берете, и все, 3 минуты дается до 1-го балла. До 1-го балла либо проигрывает тот, кто отпускает пояс. То есть пояс отпускать нельзя. Это в течение 3 минут происходит. Если, допустим, за эти 3 минуты тоже счет равный, ничего не поменялось, ну, никаких действий не смогли сделать, то слезает с лошади, становится на весы, выигрывает тот, кто меньше весом. Вот смотри, можно подмышки засовывать, но если допустим, если его соперник туда тянет, можно подмышку спокойно засовывать ногу. Сюда, да? Да. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Допустим, я тебя тяну. Кстати, да, такой вариант хороший. Да. Я тебя тяну, ты засунул, и все, мне уже тяжелее. Там, у тебя же есть зацепы уже. Можно вот таким образом держаться. То есть, допустим, обхватывать же нельзя, а вот так локтем можно. Вот так. Вот так вот можно. Вот так. Просто вот так. Просто вот так вот можно. Он тебя тянет туда, ты вот так вот можешь удержаться. Можешь вот так прямой рукой вот так вот держаться. Но не обхватывать. Да. Вот так можно. Такие моменты. И мы можем все-таки так, первоначально самое хорошо, вот эти 3 минуты кого-то. То есть вы боролись 5 минут, молодцы. Ну, блин, 2-2. Дополнительное время дается, 3 минуты. Теперь оба подходите, берете за каждый за кушак, аккуратно подходит. Когда взяли, вот взялись, Давай, вперед сюда. судья смотрит, время засекается 3 минуты. За пояс взялись. Борьба уже Азерме. по-настоящему. Готовы? Азерме. Азер, Башадыр. Все. Время пошло. Помните, да, что отпускать нельзя пояс. Отпускать нельзя. Молодец. Все. 1 балл проиграл, он победил.
Вот здесь кто победил? Смотрите, сейчас разбор. Ты понял, да? Ты видел, да? Он тебя начал склонять. Он активные позиции действия показывает. Он начал тебя. И ты, во-первых, и уже видно, что ты уже и первый землю коснулся, и ты ты ему сопротивление не смог оказать. Видел, да? Ты уже Ну, за собой стащил. Да, ты просто как бы сполз и само собой его стащил, как бы, ну, сполз ты, он тебя двигал. Не ты же его ты же. Если бы он начал первый на себя тянуть бы, и даже первый упал бы. Вот он тянет на себя первый, да, прям сильно, видно это. Это действие начало, Это действие, да. А тут он, видно же, он взял его за кушак, начал его туда склонять его, как бы опускать туда, в ту сторону, и уже он сполз с лошади, сполз со своей, и даже и первый задел, а второй просто его потянул, ну, как бы инерция. Вот я как... Все, азырмы? Азырмы? Включил? Кто? Включаешь, да? 5 минут засекаешь. Азырмы? Схватка. Вот тут лошадь, от лошади тоже зависит. Видишь, этот боится его. Вот смотрите, поэтому мы говорим, лошади мы готовим равные. Они друг друга не боятся. Тот время не останавливается время. Подходим потихоньку. 5 минут, заман бар етіп. Вот этот боится уже. Хоть 25. Да, ну, видишь, Поменяйтесь с лошадьми. Альмет, поменяйтесь с лошадьми. лошадь всадника чувствует. Лошадь выбирается посредством жребия. То есть нет такого, что вот я этого лошади хочу, я на нем буду бороться. Жребий кидается, вот так выбирает. Осторожничай. Надо побаиваться. А это сильный у этой лошади. Видите, да? Молодежь, сразу видно. Вон, он только встал и не подойти даже. Юрды, ахры. Не, уратовал. Подальше. Подальше как. Во. Айланып. Да. На мне. О. Шо? Вот так можно. Можно. Это хорошо пойди, или в зубы. Соперника тоже палку берут? Не, соперника нельзя. Дай. Во, начинает понимать, что надо. Сколько время? Все, основное время закончилось. Счет 0-0. Теперь на середину. Дополнительное время. 3 minut verirler. 3. Oldu sonra. Kanamdara basit. Yakınaya birbirimize. Вот это уже ял etmişti. Ял yok burada. Gel. Без остановки. Сразу же. За пояс, да, берем? Да, за пояс берете, дополнительное время, 3 минуты, пояс опускать нельзя. Готовы? Азырмы? Азырмы? Давай. Oldu. Başladık. Basal. Вот так. А это не надо. Держи лошадь. Да нет, держи. Вот чистая победа. Чистая победа, да. Ух ты! 6 лет уже крыша. Это борьба на лошадях. Видишь, загорелись они. Наездники надо. Хотят, ты заиграл. Это уже никогда не развяжешь. Потом вот корреспонденты есть, интервью дадите. Как вы себя чувствовали на лошади? Смотри, к лошади подходишь вот с этой стороны всегда. Смотри. Мы тебе сейчас поможем. Ногу сюда. Вот эту.
Коленку. И мах. Да, можешь коленку, можешь так давай. И запрыгивай, ложись на нее. Во, давай, давай, ложись. О, молодец. Вот так. Четко. Так, мы сейчас давай так, ребят, друг другу подведем, что ли? Лучше так. Да. Просто пускай почувствуют, потянут. Да, друг друга потянете, только это, мы будем подхватывать эти. Так, я настроил, давай. только одной рукой. Я настраиваю. Аяқ кушақтан, сен тот, тоқтағызма, нақ қана тоқтағызма. И Бір, нельзя отпускать. Поняли? диварға ярамай. Тарт өзіңе. Может на него Бір, запрыгнуть. екі, әзір ме? Ногой упираться об его коня. Бір, екі, үш. Об его коня упираться. Тарт, ногой, той ногой, упирайся. Во, давай. На себя, давай. Так, молодец. Ай, молодец, давай, держись. Перем, о, давай так, вот так, вот, можно, вот так, можно вот так даже, вот так тоже можно, давай, вот так, во, тяни, Аяғыман тіресі болады. бола, керек, Аяғымында. тарт, Ногу упрись. надо я отпускай поезд, Алим, аяғыман тірет. Алим, аяғын тірет. Аяғын тірет, Алим. о, тарт, болды, все, 1-0, молодец, зато попробовал, көрдің бе, нормально же, қараң, аттап тұрады, еле тоже, о, классно, вот пример, вот так, да, Давай еще молодежь. Мнение. если мы ищем, Пока дает возможность, Алим, ребята, Алим, давайте. молодец. Нет, потом все. Так, Гель, по нами. Пока есть такая Так, возможность, залезть. еще одного человека, Сим пока остаешься, победитель пока, давай другого, давай там Барбалана, айда, Барбалана так, он остается пока. Это спорт настоящих батыров. Тут только сильные духом борются. Отыр қорқма. Сен атта ересің бе әлі? Жоқ па, уже ересің. Мәрә, четко. Просто мына круг жасалып, мына просто. Айда, мына дейін. Аяқ мына. Так, мына. Во. Бор. Отлично. Кел мында. Все, была уже. Ерлен. Не надо. Я подведем. Подведите просто, да. Вот. Захват. Отпускать нельзя. Готовы мы? Азерме, Смотри, техника ты уже, можешь техника. сюда заснуть ногу. Вот сюда. Придержай. Расслабь ногу. Держись крепче. Лен, тоже упрись ногой об Сюда его. можешь заснуть. Эй. По команде. Держись ногой тоже упирайся. Аяғын тірет яқшы. Бұл жерден чек сучок. Сен аяғын тірет. Азерме. Бір, Азерме. екі, үш. Давай, тяни. Аяғын тірет. Тарт, молодец, давай. Молодец, тарт. Рождение чемпиона. Молодец. Дай руку. Вон, оба к судье. Чемпион. Победу одержал. Алима. Батыр с красным. Алима. С красным кушаком. Алим. Курсеид. Хурсеид. Пожалуй, руки. Молодец. Все, вот так она начинается. Не страшно же, нормально же. Адекватный болганда. Машалла, и лошадей забирают, да, не? А кем хочет. Міне, Яслар, вот я лично у себя 13 турниров провел. Большие такие турниры. Альхамдулилля, ни одной травмы не было еще. По 30, 40, 50 человек участвует батыров. Ни одной травмы еще не было. Вот футбол у нас играет, в футболе больше травм получает, ноги ломают. А здесь, альхамдулилля, пока еще ни одной травмы не было. Ни одного еще лошадь не затоптал. Хотя у нас горячие лошади. Они... Бұлар шында бірінші сефер күреске шыққан аттар, да? Да. Вот как ваши мнения? Вот это подготовлено или Вот нет? это пойдет. Вот это Это пойдет? не пойдет. Это не пойдет, да? Ну, этот, Курха. Қорқады. Онда қорқаш батыр да біліп болмайды. Қорқаш атты болып болмайды. А атлар до такой степени уже учатся, да? Они друг другу, да, правильно говоришь, грудью вот так прям идут и помогают. Они толкают вот так резко. Тот, который... Лошадь 50% от лошади, 50% от Я так. же говорю, у нас один жеребец есть уже. Он знает, что соперника свалить надо. Он же на дугу встает и ногой бьет его. Это запрещено. Это нет, Это его ложь не убирай. допускаем. Это ложь нельзя. Он коротмый. Просто анда, если всадник нормально утрайкан, туда-сюда не тубаларға,
он сразу тагны, да, он понимает. А бу заднего дает. Задний дает, значит, они не равносильны. Бу күшірек духом. Буса зад дает уже. Муарға надо такой же. А алар икса қорқақ болса, они будут вот так и стоять. Вот так. Атлар бір-бірін дуяды, а? Ай-ей, смысла нету. Уже перспективы не будет ана белән. Ну, үтергән на прокат, любой кешене утыра, йөртә, хатын-кызларын, балаларны, ул видишь, спокойный. И ул йөри дә йөри. Урын замечательный, мында. Конечно, если, Хорошие например, места. настоящие егетләр, теге кем теләүчеләр, вот йөрәкләре уяна, здесь какой-нибудь турнир провести здорово было, конечно. Иншалла болар. Иран булса. Иншалла болар. Да. И biz аннары, biz алар команда алып келә, biz алып келәбез. Сезнең монда бер-ике команда булса, уже хорошо, да ведь? Уже. Может, анда тагын чакырырбыз, там кто-то еще приедет, вот так. Это соревнование одного дня, по большому счету. На любой праздник, на любое мероприятие эффектно. Вот говорю же, туристы приезжают, туристы рада, а самое главное, у вас дух поднимается, у вас желание поднимается. Кто посидел, уже все. Оказывается, ничего такого нету. Там та же борьба, просто ты уже некоторые еще вещи не знаешь. Где-то тянут, ты рядом, так ты упираешься, колено можешь упереться. Если по длине, так ты уже ногой сразу на вытягивание. Где-то, Постепенно понимаешь уже. да, где-то ты лег на вторую лошадь, как бы лежишь, это уже борца ногу раз, ну, всегда есть возможность. У нас даже ребята, говорю, такие есть, да, которые, вот он почти уже упал, и он уже почти, его одной рукой держит здесь, другой хватает за его ногу, переходит оттуда, садится сзади, блин, еще победу берет. Представляешь? То есть это уже такой виртуозы появляется. Это даже сами не ожидаем, иногда говорим, надо же, эффектные получаются съемки. Қызықлана күшті келеді. Күш бере, батташ, булай да булай екен деп. Другие, ну зато все зрители. Желание победить. Там, ах, это очень зрелищно. Одинаковый балалар болды, одинаковый. Қойдыңыз, это екеуі оң қолмен тұтыша ма, я сол, или фарқы жоқ? Yok, бывает, батыры бывает, которые просят, мне можно под левую руку. Вот, көрдің нас. Ну, если тот соперник не против, то... Да. Рухсет, То есть, мүмкін. на правую, да? преимущество вот так. Все равно как бы правый правым. Ага. Преимущество. Как вот он правильно сказал, если мне бы можно налево, если тот скажет, мне без разницы разрешаем. А если говорит нет, то все равно Ну, правый более болса, правый. оң қолмен тұтса Тогда болады жағдай. он да он. Тут все вот это во взаимоуважении. Лошадь так тут так же выбираем по жребию. Монету кидаем, он выбирает, допустим, орел, монету кидаем, орел попадает, он выбирает. Если решка попадает, тот соперник выбирает. А не со своими лошадьми? Нет, у нас не со своими лошадьми. Не, у нас тоже мы допускаем, если команда идет, допустим, с соседнего села, им можно на своей лошади прийти. Мы тоже смотрим на лошадь, если главное, чтобы он не бил ногами, не кусался, то есть адекватно. То есть, по сути, турнирная лошадь, да, должна быть? Да, Обученная турнирная, да. Тут 3-4 лошади есть, специально для удара содержим. Поначалу с лошадьми проблем было. Никто не хочет давать свою лошадь. Пришлось уже самому брать. Кто подарил. Специально для удара есть у нас, которые вот лошадь. 2-3 лошади подарили нам. Чисто подарок делал. И лошадь тоже выбираем, если покупать едем. Или дарят, выбираем. Вот он пойдет. Его бы мы не взяли. Ну, у нас тоже так, прям сказать, вот так вот не развито. Мы же тоже только-только начинаем. На чемпионат России съездили. И то мы, у нас вообще как хочется, вот те, кто у нас в турнире первые места заняли, их хочется вести. У них не получается никак. Берешь тех, у кого получается. Вот. А кто первые места занимает, у кого лидирующие позиции? Кто это такой? Ну вот, турнир же был. На мире? По России? Да, ну На мире вообще. казахи. Казахи, у них давно, да, эта тема? Да, у них давно, у них батыры зарплату получают, они на сборы ездят. То есть у них Казахстан. Казахстан, да, сборная Казахстана приезжает, которая зарплату получает за это дело. Ну, чисто спортсмены, да? Чисто спортсмены. А здесь между стройкой и бизнесом, да? Да, На между лошадь стройкой залез. и бизнесом вот так вот деньги собираешь у друзей и едешь.
Татарстан. Чё, машаллах. 1800 километров. Ну надо же. Надо, это поднимает дух, ребят, дух народа. Это раз. Во-вторых, начинает твой народ уважать, соседей. В-третьих, это дружба между собой у нас получается. Вот уже общаемся, они к нам приезжают, мы к ним. Вот уже они сейчас попробовали, уже они уже знают. Вот второй уже сделал, он уже смелее пошел. Да. А третий с вами что будет? Это своего рода ключ к общению. Единство. Значит, 90, 100 и плюс 100. Да, у нас 100 идет. 92 у нас 100 идет. А сен чекен? 75? 80-ге күрешесің, Да, да? 80 выражает. Вот он в последнем турнире первое место взял у нас. Мы среди вот 6 весовых категорий, среди тех, кто первое место заняли, одного спонсора нашел я, он путевку на малый хадж дал ему. Ну, посредством жребий. 6 человек На умру дал? на умру, да. Жребий вытягивали, и ему умру попалось. Бардан? Йо, поедет, ничего. Иншаллах. Аллах алдасын, Аллах алдасын. Бывает, жеребца ставим на команду. Вот такая вот делегация сегодня, которая участвовала в первых показательных встрече по борьбе УЛАК. Конная борьба УЛАК. Всё. В общем, первая конная борьба УЛАК, наверное, состоялась.